Я бы хотел с вами поделиться несколькими совершенно удивительными фактами и погрузиться еще глубже в историю земли Волжской Булгарии, то есть тогда, когда еще Волжской Булгарии как таковой и не было, период до этого. И я, как житель Болгара, города-наследника великой истории, с удовольствием предлагаю вам в этот анализ немножко погрузиться. Так в чем же эти особенности, которые Господь в течение практически 17 веков неизменно сохранил на этой земле? Их три. Первое – это непрерывность христианской традиции, начиная с IV века. То есть это значительно раньше, чем в любом другом уголке России, кроме Причерноморья, естественно. На Среднем Волге сохранилась именно православная традиция христианства. Несмотря на то, что было много и инославных вливаний, в частности и католики там были, и несториане, которые все равно в итоге трансформировались и оправославливались. А второе – это наднациональный и многонациональный характер христианства в данном регионе. Участие представителей различных национальностей в христианской истории – это были прославяне-анты, готский элемент, скифский компонент в виде аланов, исаков, финские, балтские, тюркские, угорские народы, армяне, потомки всех смешанных семей в сочетании всех этих народностей. И при этом в различные эпохи жесткого доминирования какой-то одной группы национальности над другой не было, либо это происходило в течение очень долгого времени. И третье, что, наверное, особо важно и значимо и для нашего собрания в том числе, с нами сегодня и наши отцы, с нами сегодня и православные миряне, именно ярко выраженный фактор народной религиозности. За все время лишь очень короткими периодами и спорадически христиане Средней Волги имели ярко выраженную иерархическую структуру. Исторически доминировала стихийная народная вера и благочестие. Это говорит о том, что народ может, как сам, сохранить даже в таких условиях христианскую неповрежденную православную веру. И хотелось бы начать с вообще предпосылок христианства на Средней Волге. Как, собственно, для истории христианства в России вообще, так и на Средней Волге в частности, духовным корнем, конечно же, является Крым. В X веке именно в Крыму началась христианизация Руси через князя Владимира. А так история христианства Среднего Поволжья корнями своими уходит в это же благодатное место. И именно в Крыму звучала апостольская проповедь Андрея Первозванного, это I век. Здесь же, находясь в ссылке, находился очевидец и ученик Петра и Павла, священномученик Климент Римский. В Херсонесе проповедовали и приняли страдания в начале IV века посланцы матери всех православных церквей Иерусалимской церкви, 7 священномучеников херсонесских. Я бы хотел назвать их имена: Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафор, Ефевий и Капитон. И также подписи епископов церквей Причерноморья стоят под определениями первых Вселенских соборов. В III и IV веке, благодаря выходцам из Малой Азии, совершается христианизация готов под руководством первого готского епископа, и мы знаем его имя, Ульфила. Совершается перевод им же на готский язык священного писания, богослужения. Так как сами готы пребывали в Северном Причерноморье, готские христиане стали носителями традиций данного региона. Вот, например, по свидетельству археологии, в данном районе захоронения христианские напоминают христианские захоронения Иерусалима и Палестины. Они имеют свои особенности. Какие они? Это, во-первых, полное отсутствие одежды на теле погребенного. Даже вот фибулы, которой крепилась одежда, ее нет. Строгое расположение на восток. То есть и уже в то время, как в Палестине, как в Причерноморье, погребение совершалось именно таким образом. Это, кстати, и есть главный признак захоронения древних христиан на нашей Болгорской земле. И таких погребений в ареале именьковской культуры 15%. Далее в IV веке произошло известное нашествие гуннов. И часть населения, среди которых некий процент, конечно, составляли и христиане, но не более 10-15%, они переселяются на Среднюю Волгу и Нижнюю Каму. Вовлеченными переселениями оказались и прославяне-анты, и балты, и
частично даже иные. Некоторые археологические артефакты указывают на готские и сакские предметы. Епископ при этом уходит с основной части своего народа на запад, и они утверждаются в неправославной ветке арианства. Получившееся сообщество IV век на Средней Волге историками именуется как и археологическая, и меньковская культура, которая существовала с IV по VII век. И фактом, свидетельствующим наличие евхаристического служения, как минимум первого поколения переселенцам, является невероятная находка, так называемая «синяя чаша». Синяя чаша – это археологическая находка, найденная у нас, Евгений Анатольевич сегодня с нами. Это потир, выполненный из синего стекла, очень высокого качества, евхаристический сосуд, с характерным нанесением косых крестов. Подобные чаши изготавливались только в Константинополе и только в IV-V веке. То есть больше их не было нигде и никогда. И таким образом, самый первый период начинающейся христианской болгарской истории, он уже четко прослеживает все три особенности. Традиция идет от апостолов, от Андрея Первозванного, с епископов, миссионеров Иерусалима и также равнопольственного труда Ульфила Готского. Смешение различных этнических групп в результате переселения с дополнительным смешением их с очень незначительным местно-финским компонентом, а так как по причине отсутствия и естественной смерти священников первого поколения, религиозная жизнь как раз и начала переходить в разряд народного верования, народной категории, при которой, естественно, появлялись свои лидеры. Дополнительным фактором, усиливающим эти особенности, является то, что этот регион в течение последующих 3 веков был в целом отсечен от мира по степям, там как раз были гунны-кочевники, и многие народы просто боялись переходить, и получилась некая такая изолированная земля, в которой вот эти традиции христианства были посеяны. Если период Волжской Булгарии, 7-13 века, он характеризуется уходом основной части именьковских племен сначала на запад, а затем в ареал бывшего расселения их предков на северо-восток бывшей державы готов. А на освободившиеся территории пришли новые поселенцы – булгары. Кто такие булгары и откуда вообще они взялись? Итак, в VI-VII веке в низовьях Дона и Волги по Северному Кавказу существовало государственное образование – булгарский каганат. Основное население – это тюрки, угры, а также местные племена, в первую очередь аланы, которые все вместе были объединены под властью тюркского рода Дуло. Находился каганат в тесном контакте с христианской Византией, и под ее влиянием, в том числе религиозным, находился. Столица Фанагория, основная часть населения которой – христиане. В соответствии с древними письменными источниками, верховный каган Кубрат-хан воспитывался в Константинополе, в христианской среде, крещен и венчан на представительницах патрицианского рода. Христианин был его дядя, регент Аргана. Христианами были сыновья Кагана и их семьи, также элита общества. И историки под Полтавой в 20 веке нашли удивительный так называемый Перещепинский клад. И там были выявлены вещи византийского происхождения религиозно-христианской тематики. Самые главные находки, пожалуй, было следующее. Это специальные перстни, которые выполняли функцию печати. На них был изображен крест и зашифрованные имена Каганов, Аргана и Кубрата. Такие перстни выдавались императорами Византии как признание власти местных властителей. Архонтов их называли, или князей. И они выдавались только православным, без исключения. После смерти Кубрат-хана Великая Булгария, несмотря на его завет, к сожалению, распалась на 5 частей и в итоге пала под ударами хазар. И одна из частей, орда его сына, Катрак его звали, откочевала в европейскую сторону Дона, кстати, где есть территория Перещепинского клада. И затем на Нижнюю Каму и Среднюю Волгу, положив начало в Волжской или уже Камской Булгарии. И интересно то, что вот христиане, переселившиеся вместе с Катрагом, слились с христианами остатками именьковцев, и в итоге получилось, что основная часть населения, хоть и была язычниками, переплетение, новое вливание христиан в местное население. Волжские булгары вскоре впадают в вассальную зависимость от
хазарского каганата. И здесь тоже начинается очень интересная история. В 7-8 веке хазары очень вели тяжелые изнурительные войны с арабами. И войска их даже до Дона доходили, мы знаем. Свою столицу вплоть до того дошло, что хазары из Дагестана решили перенести севернее на Волгу, а по мнению некоторых историков даже стоял вопрос о перенесении столицы на территорию булгар. О принятии хазарским каганатом государственной религии православия ради более тесного союза с Византией, дабы объединиться против общего врага. И поэтому, по этой причине, было переселено родственное хазарам племя Стерека на Северную Волгу. Об этом племени известно как о христианах, приведенных к вере миссионерами албанской церкви. И это тоже усилило христианский компонент среди булгар. В X веке князь Киевский Святослав в своем знаменитом походе уничтожил хазарский каганат, и это дало мощнейший толчок для развития Болградской земли. Здесь проходила ветка Северного шелкового пути, шло семимильными шагами развитие торговли. Все новые и новые переселенцы прибывали сюда, и среди них, например, археологи обнаруживают пока поселения славян и мордвы Эрзя, и те, и другие были христиане. А в самом Болгаре была большая купеческая колония русских с деревянным храмом. В XI веке происходит еще одно очень важное событие. В Болгаре образуется многочисленная и очень богатая колония армян. Они бежали из города Ани, который разорили турки, а армяне, как мы знаем, IV века являются христианами. Далее, в 922 году при Алмыше элита Волжской Булгарии принимает ислам как государственную религию. Но по свидетельству, в первую очередь, арабских, конечно, современников тех событий, примерное разделение по религиозным идентичностям населения было таково. Элита – мусульмане, по окраинам – язычники, а вот в земледельческом центре в основном христиане. Это трактаты Ахмада ибн Фадлана и Абу-Зайда Ахмед ибн Сафу аль-Балхи. В 985 году в своем походе Болгар, как написано, взял на копье князь Владимир. Еще до крещения, тогда он был еще язычником, и он с булгарами заключил первый в истории Руси мирный договор. Летопись нам сохранила текст этого договора, каков он был. Только тогда между нами не будет мира, когда по Идель-Волге камни начнут плавать, а хмель тонуть, подтверждая полную невозможность таковых событий, что нет мира. После того, как князь Владимир остановил свой выбор на православии, Святой Креститель Руси осуществляет первую в истории русской православной церкви заграничную религиозную миссию в Волжскую Булгарию. Туда был направлен Марк Македонянин. Самое удивительное и поразительное для уже исламской Булгарии было то, что лично эмир, правитель Болгара, позволил миссионерам от князя Владимира вести беседу перед народом и лично перед властителем. Это уникальный пример для исламского мира. И даже в соответствии с летописями, после миссии 3 булгарских князя со своими родами приняли крещение. А княжеский род — это не 4, не 5 человек, это огромное количество людей. Но, к сожалению, идея вечного мира, она была не очень долгой. И в 1164 году князь Андрей Боголюбский предпринял поход на Болгар. Но основной целью было не сколько воинственный захват земель, а объединение под единой государственной властью всех земель. И тут произошло чудо. В итоге Андрей Боголюбский, хоть и конечной цели не достиг, Волжская Булгария тогда не вошла в состав Руси, но тем не менее был вновь заключен мирный договор на очень выгодных условиях, и в связи с этим Андрей Боголюбский по его просьбе начали служить молебен и благодарственный. И в этот момент от выносной иконы Божьей Матери Владимирской, которая всегда была с ним, произошло чудо света, сияние света. Андрей Боголюбский был очень впечатлен этим событием и направил письмо императору в Константинополь. И когда пришло письмо от императора, оказалось, что в этот же день, в этот же час
проводилось сражение с турками. Также была победа, и также во время благодарственного молебна было чудо свечения от выносного креста и от иконы. И для того, чтобы отметить в истории это событие, с этого времени начинает начало свой праздник Покров Божией Матери. Именно с этих событий, с Болгорской земли, с Андрея Боголюбского. В честь этого события он возводит первый именно архитектурно-русский храм Покрова на Нерве, который мы все знаем. Если вы обратите внимание на его форму, он отличается от скопированных с Византии, например, или с греков. Он именно русский. Также по преданию камни, которые были использованы при строительстве храма, были привезены из Болгара. Самым ярким примером высоты христианского свидетельства на Болгарской земле этого периода, конечно же, является подвиг жизни и смерти святого мученика Авраамия, болгарского чудотворца. Он является одним из 13 доордынских прославленных святых. Что мы знаем про Авраамия Болгарского? По летописям он был очень зажиточный купец, вел очень благочестивую жизнь, и что характерно, несмотря на то, что да, он был мусульманином, он был не женат, что в принципе не характерно, особенно для того времени. И всю свою жизнь он проводил в милосердии, помощи нуждающимся, и он искал Бога. И он его нашел. И Господь с ним встретился. Святой Авраамий принимает святое крещение, Христос истинно пребывает с ним. И главным его делом, как христианину уже, стала проповедь. И последнюю свою проповедь святой Авраамий совершил во время ежегодной огромной ярмарки, так называемом Ага-базаре в Болгаре. И с Христовой любовью он призывал соплеменников к свету правды. Но, к сожалению, по словам летописца, толпа разъярилась, святого мучили, били всем миром и требовали отречься от Христа, а затем четвертовали. Казнь была совершена за городом у колодца 1 апреля 1229 года. А вот останки мучеников приняли на свое кладбище армяне. То есть даже вот в этом событии Господь устроил таким образом, что ни мученик Авраамий не остались его мощи попранными в грязь, приняли братья. А первое чудо, совершенное Авраамием Болгарским, произошло по молитве старика-мусульманина, слепого, который просил своего же родича, чтобы Господь дал ему прозрение, и он прозрел. Таким образом, колодец, обогренный страдальческой кровью мученика, стал почитаться святым и как христианами, так и мусульманами. Колодец и до сих пор в Болгаре ныне находится. Мы вас всех зовем в гости к нам в Болгар, посетить это невероятное место, прийти к колодцу. Через год, в 1230 году, мощи святого мученика по просьбе Владимирского князя Георгия были перенесены в Княгинин Успенский монастырь. Но вот тут хотелось бы отметить еще одну важную особенность. Все-таки акт казни Авраамия Болгарского не был в полном смысле религиозным актом. Дело в том, что до этого на Болгар напали речные пираты, ушкуйники, которые называли себя христианами. Соответственно, город очень сильно пострадал, многие разорились, пожары, беды. И Авраамий Болгарский, начав проповедь веры тех разбойников, был воспринят людьми именно как полный предатель народа, не сколько религиозно, а сколько именно по этому факту. Его как бы просто не поняли. Поэтому Болгар даже с этой позиции всегда был и остается землей мира и отсутствия межрелигиозных конфликтов. Итак, подводя опять же к нашим трем выводам, христианская традиция была сохранена. Тут и именьковцы, и переселенцы. Также наднациональный и многонациональный характер по-прежнему сохраняется. И тут же появляются первые христиане, тюрки. Начинается формирование очень сложного и удивительного по своему составу народа Эшен. И данный период характеризуется также отсутствием иерархической структуры, но сохраняется христианская традиция, и мы можем судить о высоте этой традиции, если она дала такого святого, как Авраамий Болгарский. Подводя
подходя ближе к концу, периоды Золотой Орды начинаются, это 13-15 века, я бы хотел сказать очень важный момент. Золотая Орда и вообще ордынцы как таковые в сознании многих наших соотечественников именно как захватчики, поработители и угнетатели. Однако, если мы посмотрим на историю, то на Среднем Поволжье монгольские войска внука Чингисхана Батыя, они просто катком проехались по Поволжской Булгарии, истребили и испепелили все под полный ноль. Здесь не осталось ничего. И после выхода Батыя на Русь, дальше и на Западную Европу, все захваченные территории образуют Улус-Джучи, который известен как Золотая Орда. И первое время, кстати, функцию столицу летней ставки хана выполнял Болгар. Для того, чтобы там все отстроить, дворцы, другие здания, с других захваченных территорий начали пересаживать население на это место. В том числе, в основном, это были, конечно, русские. И не элитное население возрождаемого Болгара было православным. В это время ознаменуется расцвет христианско-армянского присутствия здесь, центр которого это большая и богатая армянская община города Болгара, которая по некоторым данным даже имела свой каменный храм. Расселение русских Мордвы стало еще более активным, чем в предыдущие периоды. Также находка археологов на Святой Луке, на Самарской Луке – это поселение город с православным каменным храмом, мужским монастырем, это этническая Мордва Эрзель, в первом веке Золотой Орды. Христианский монастырь, первый век Золотой Орды. Русские централизованно расселяются, кстати, на бродах и ямских станах, они несут почтовую повинность. Из этих людей впоследствии сложилось сословие казаков, в которое принимались и представители иных национальностей. Но духовным стержнем казачества всегда было православие. И центром расселения было Верховье Дона. И таким образом казачество изначально является уникальным симбиозом многонациональности, православности и воинского наследия кочевников-монголов. Важным фактом общей религиозной картины является факт значительного сокращения количества мусульман после нашествия Батыя, которые также были тотально уничтожены. Много факторов здесь было, но что это привело в итоге? Что большое количество христиан и их влияние при правительстве и в армии, среди купцов, это в первую очередь среди армян, других сословий населения региона все время росло. И это дает нам возможность назвать первый век Золотой Орды золотым веком расцвета христианства на Волге задолго до вхождения этих земель в состав православной российской державы. А апогеем является образование официальных церковных структур. Впервые в христианской истории края появляется церковная иерархия и осуществляется полнота всех сфер православного образа жизни. В столице Золотой Орды, в Сарае, появилась кафедра епископа Сарайского, впоследствии и Подонского, назначаемого митрополитом Русской Православной Церкви. Он осуществлял духовное окормление православных в северной столице. А в Сарае была еще одна кафедра от митрополита Аланского, который назначался патриархом Константинопольским, а сфера его влияния – территория южнее столицы. А особо в этих событиях занимает исторически гениальная просто личность святого благоверного князя Александра Невского. И что нам доносят хроники? Что великий князь осуществил обряд побратимства с сыном и наследником Батыя Сартаком. Обряд побратимства тогда был это не просто слова, менялись крестами побратимы. Соответственно, он был рожден от матери христианки Кираитки, это монгольский царский род. И он был не только христианином, но по ряду источников даже священнослужителем, но несторианского толка. Князь лично содействовал входу русских в Орду, взаимодействию, обмену культурой, традициями. Он, ведомый Духом Святым, Александр Невский еще тогда мудро положил начало массовому взаимопроникновению культур. Как раз то, что сейчас происходит в России, то, что так важно для нас, и то, о чем мы говорим сегодня на нашей конференции. И это взаимопроникновение было настолько глубоким, что земли, находящиеся в орбите влияния сарайских ханов, назывались Залесской Ордой. Концом Золотого века расцвета христианства в Орде и самой его высотой было время правления хана Мингу-Тимура.
1266-1282. Хан сам, кстати, был тенгрянином. Это одна из форм единобожия. И это именно он давал ярлыки митрополитам русской церкви. И внутри Золотой Орды был строжайший запрет на причинение какого бы то ни было ущерба священникам Русской Православной Церкви. Цель, чтобы Русская Православная Церковь молилась о хане, о его роде, о процветании Орды именно добровольно, от своей собственной воли. То есть он очень высоко ценил молитву Православной Церкви. Свою дочь он выдал за ярославского князя Федора, смоленского ярославского чудотворца. И при этом даже особым посольством в 1978 году во главе с сарайским епископом Феогностом было испрошено благословение у самого Константинопольского вселенского патриарха Иоанна XI. А дочь его приняла крещение с именем Анна. Семья жила при ханской ставке, и князь Федор на правах зятя великого хана, естественно, пользовался очень большими привилегиями. Они, семья Федора и Анны, они также были храмоздателями. То есть на территории Золотой Орды начинают строиться храмы, монастыри. Естественно, это не могло происходить без ведома великого хана. И это все нам позволяет сказать, что хан Менгутимир полностью создал почву для того, чтобы религия официальной Золотой Орды стала христианством. Но, к сожалению, при хане Узбеке Золотая Орда принимает официальную религию ислам. Можно долго говорить о том, почему так произошло. Мы сейчас говорим в целом не об этом. И в этот же период начинается после принятия ислама разгром, в частности, католической миссии. И здесь бы хотелось сказать последних пару слов о еще одном святом нашей земли, в честь которого назван фонд. Это мученик Федор Болгарский. Он был в то время в Болгаре, кстати, в день своего ангела, он вышел на проповедь в городе Болгар. Он был купцом, жили они в Твери, он был вообще византиец. А об этом можем говорить, потому что его прозвище Иерусалимлянин. Итак, он выходит на проповедь, и его также убивают за имя Христово. Но и тут же, говоря о том, что земля Болгара никогда не была землей межрелигиозной вражды, это убийство вполне можно понять. Разгром католической миссии, святой Федор византиец и по внешнему виду, и он просто-напросто был принят за католического проповедника, которого было приказано просто-напросто убить. А в 2010 году при раскопах на Аланском христианском кладбище в городе Болгар было обнаружено очень необычное захоронение. Какое оно? Сидячее положение, на руках отрубленная голова и в руках большой крест византийской церемониальной традиции. По анализу ученых захоронение соответствует времени подвига мученика Федора. Антропологический тип захороненного средиземноморский. И все это указывает на обретение мощей святого мученика Федора Болгарского. Как мы видим, те же три линии, о которых мы говорили в начале, сохранение христианской традиции неповрежденной, многонациональный характер и народное благочестие по-прежнему сохраняются. К чему нас все это призывает и какой вывод из всего этого мы можем сделать в нашем 21 веке? В первую очередь хотелось бы посвидетельствовать о том, какие события, что сейчас происходит на земле, Масленицы, Волжской Булгарии и такой истории. В частности, в 2015 году в Болгаре, в нашей области, открылась Чистопольская епархия. И вот храм святого мученика Авраамия с его и потенциалом, и духовным, и молитвенным стал базой 3 епархиальных отделов. Это социального служения, информационно-издательского и отдела по взаимодействию церкви с казачеством. И еще благотворительным. И благодатный пример вот духовного горения в Болгарии, он, естественно, затронул и весь Спасский район. У нас по населению примерно 19 тысяч человек, из них 13 тысяч традиционно себя называют православными. И таким образом, а храмов всего 11 приходов действует. Если просто поделить, выходит то, что плотность населения на один храм самая высокая в России, в Болгарии. И венцом 30-летнего
развития с того момента, когда после советской власти православной вере открыты были двери, можно назвать усиление христианской миссии просвещения и благотворительности в лице образовавшихся общественных православных организаций, как дань традиции и народной вере, и народному движению. В частности, это благотворительный фонд святого мученика Федора Болгарского, община Спасская, это община православных, венчанных, многодетных семей, которые решили объединиться во славу Божию для прославления имени Христова и возрождения соборной народной истинной жизни на земле. И впоследствии эти и другие аналогичные организации из совершенно разных регионов России, православные по своему толку, объединившись, регистрируют Союз православных, общественных и благотворительных организаций в 2016 году. Или СПОБа, сокращенно, даже название СПОБО. Спасибо Богу. В данной организации соработают на различных уровнях со структурами Русской Православной Церкви, государственными, общественными организациями, осуществляют свою деятельность, служа Христу, Его Церкви, народу в целом и конкретным людям. И это мы бы и могли назвать благодатным плодом уникального и совершенно неискусственного опыта Болгарской земли. Сам Господь через молитвенное горение людей, через иные формы, по благотворительному фонду, если мы будем говорить, это и соборное милосердие, благотворительные помощи, чтение Слова Божьего и прочего, ведет к деятельному осуществлению духа и форм соборности Церкви, торжеству православия, оздоровлению общества и преображению нашей великой России. Спасибо, Господь.